Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. В каких сражениях вам приходилось принимать участие? В 43-м прорыв делали. В 44-м первый город взяли, Житомир, освободили. Мы, конечно, помогали освобождать, минометчики. Были наступления каждый день. Это 3 месяца наступали, остановились в Львовском направлении. И тут мы заняли оборону. После 3 месяцев опять прорыв наступлений, взяли, освободили Львов и вступили в Польшу. Это было в августе месяце 44 года. Взяли Сандомирское направление с боями, и мы тут остановились. Опять оборону заняли и стояли в этом Польше 3 месяца. В декабре, нет, в январе 45 года, 12 числа, делали прорыв, освободили Польшу после Украины. И вступили 22 января в немецкую землю. Какие награды вы имеете и за какие заслуги? Это в Львовском направлении меня наградили 3-й степени славы. А после Воронежском наградили за отвагу. Ордер форсировал полоском. Идет тонкой, а миномету надо в ту сторону. За это мне за отвагу наградили. Где и как вы встречали День Победы? 9 мая утром рано нам по сообщению по ушам, не радио, а по ушам говорят, что победа. Мы это 9 в Берлине не были, конечно, километров 40 в стороне. 9 мая рано утром нас на машину даже моторы не остыли еще. Моторы кричат, и мы на машину. Надеюсь, мы на машину. Куда едем, не знаем. А в дороге говорят Чехословакии. Мы Чехословакию, Прагу освободили. И за это медаль наградили, освобождение. Что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Слушаться отца и матери, родителей, конечно. Учиться хорошо, служить Родине, чтобы готовый был. Война, конечно, чтобы не было. Им легче жить, когда война нет. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.